В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни» и сянмысы с Хермета Дуслар. С вами по традиции я, Руслан Шарафудинов, и сегодня у меня очень оригинальный, сильный гость. Это самый популярный кузнец Республики Татарстан и острова Свияжск. Самый настоящий Тимирши Малай Алмаз Казаков. Алмаз и сянмысыз! Сямс. Алмаз Фатыхов, кузнец. Родился 27 июня 1978 года в городе Казани. В 1996 году окончил Татаро-турецкий лицей, а в 2005 году и Казанский государственный университет культуры и искусств. Свою трудовую деятельность начал в Москве. Сначала буфетчиком в Большом театре, далее шеф-поваром в итальянском ресторане, а затем домашним поваром на Рублевке. Но в итоге свое призвание нашел в кузницах Москвы и Казани. На федеральном Сабантуе в Казани ковал изделия лично с президентом России Дмитрием Медведевым и президентом Татарстана Рустемом Миннихановым. На сегодняшний день работает на собственной кузнице острова Града Свияжск. Как настроение, Алмаз? Ребята, рабоче-патриотическое, как всегда. Какая сильная у него рука мужская, сразу понятно. Прям настоящий качок Малай, я думаю. Нет, просто настоящий кузнец Малай. Ну что ж, Алмаз, сегодня самый настоящий кузнец Малай будет готовить самое настоящее блюдо под названием... Тимирши шупасы или баранга шупасы в простонародье. То есть баранга шупасы мы сегодня будем готовить как с Алмазом Казаковым. Да. Поехали! Шулпалы беренге – это картофель с мясом по-татарски. Подается обычно в торжественных случаях. В этом блюде есть свои тонкости. Например, морковь никогда не трется на терке, а всегда режется кружочками. Существует несколько вариантов приготовления шулпалы беренге. Только Юнус Ахмедзянов описывает 3 варианта. Сегодня же Алмаз Казаков предлагает свой необычный рецепт, где вместо мяса используется куриная печень. Ну что ж, Алмаз, с чего начнем? Какие ингредиенты у нас? Начнем, как всегда, рабочий день с печенки. С печеночки. Заливать ее сегодня ничем не будем, а просто возьмем куриную печень. Да, куриная вот здесь. Такая свежая. Итак, вот эту вот замечательную печенку, которая у нас имеется, нужно нарезать соломкой. Для этого не соломкой, а такими кусочками, где-то в сантиметр. Окей, сделаем. А чем займешься ты? Я займусь, как всегда, наверное, овощами. Мне понадобится морковь. Так, моркушка. Да, пару морковок таких пару замечательных. Морковок, держи. И 2 помидорки. Ярар. Ты приступаешь, значит, к нарезке печени. Это тебе? Да, окей. Спасибо. Я буду резать морковь. А еще мне понадобится лук. Обязательно 2 луковицы. Все я приготовил сегодня для тебя. Ну что ж, бисмилля, это, как говорится, башлыбас. Да, поехали, Алмаз. Поехали. Расскажи, вот до того, как ты стал самым популярным кузнецом в Татарстане, кем был Алмаз Казаков? Кем же был Алмаз Казаков? Во-первых, Алмаз Казаков имеет очень интересные корни. Мой прапрадед служил в царской армии, когда была повинность равной 25 годам службы. И он служил казаком на Дону. Его звали Насыр. И после того, как служба прошла, он вернулся в Казань, а потом в деревню, в Апасовский район. Деревню Славныша. Апас Малай, что ли? Апас Малай. Вернулся туда, оттуда пошел род. И такой вот кушамат прилип к нашей семье. То есть ты Казаков, потому что он был казаком? Да. Так, приступим к нашим баранам. Морковку как мы режем, скажи. А морковку я предпочитаю резать вот такими колечками. Не очень толстыми, не очень тонкими, где-то миллиметров 5. Штангель сегодня не взял, остался в кузнице, но ты отлично я думаю, что нормально. А в дальнейшем пришлось, вернее не пришлось, а выпал такой шанс закончить некий наш лицей, которым я изучал турецкий и английский язык на протяжении 4 лет. Вот, а потом наше замечательное заведение – Университет культуры и искусств, естественно. То есть, я помню, в университете ты работал охранником или ты учился? А нет, дворником вначале, а потом уже пришлось учиться на актера и закончить уже в режиссуре. То есть, у тебя есть еще и специальность режиссер? Обязательно. Я знаю, что некоторые люди видели тебя в Москве. В Москве я работал тоже практически по профилю. Я работал в Большом театре. Буфетчицей было написано. Буфетчица Большого театра на пропуске было не написано, потому что не было такой профессии в театре буфетчик. И это я очень доблестно выдержал 2 года. Я не стал буфетчицей. Я был буфетчиком Алмазом Казаковым. То есть ты работал поваром, что ли? Нет, я работал там в баре, а потом уже работал поваром. Это уже другая история, на госдаче, на Рублевке, у одного из вице-президентов крупного банка. Был домашним поваром. А потом я работал в итальянском ресторане. На все это ушло года 4. Вот они, самые настоящие татарские кузнецы, едут в Москву, живут на Рублевке, неважно, готовят, не готовят. Да. Молодец, слушай, хорошо время провел. Ты морковь-то не ешь все? А потом я случайно попал в кузницу. И прям понял, что это мое. Прям вот зашел, услышал звон молотка.
И понял. я шапкалдым, прям помню, что это мое. У тебя сейчас морковь, я бы шапкала, дружище, если Всё ты понял? забудешь про нее. И далее, вот одну крупную морковь я предлагаю все-таки нарезать соломкой, чтобы она как-то больше аромата дала, а вот морковь у нас будет для красоты. Ага. Итак, Делается это следующим образом. ну-ка. Берешь нож, Ага. ты это делаешь, я думаю, не менее лучше, чем я. Слушайте, друзья, ну это браво просто здесь хочется крикнуть. Смотри-ка. И у Где тебя бурные аплодисменты? И самое главное, все пальцы живые. То есть, а сколько получается у тебя стаж, Алмаз, вот в качестве повара? В качестве повара года 2, точно. Но вот как можно работать поваром, если не иметь определенное образование кулинарное? А у нас в России можно все. Если захотеть, да? Ну, было бы желание, понимаешь, и когда есть результат, и книжка санэпидемстанции, все нормально в этом плане. Знаешь, имея какое-то образование, это еще ничего не говорит. Если ты не умеешь ничего делать, у тебя только одна корочка, то ты не при делах. Ну. Итак, Алмаз, у нас готова куриная печеночка. Нарезано. Да. Замечательно. Нужно теперь в казанок налить масло. Так, открываем наш казанок. Мы используем камбалыш майя. Да, так. И ставим мы это Ставим на на огонь. огонь. Сразу же можно класть печенку, соответственно. То есть Печеночку. нам ее прожарить не нужно, нам ее нужно Так так вот затушить, так вот, скажем вот так, вот, затушить. да? Отлично. Вот. Я тем временем займусь луком. Нам нужно нарезать лук, как я и говорил, вдоль. И нарезаем также Вдоль и поперек. вдоль и вдоль. То есть мы привыкли нарезать его вот таким образом, да? Ага. То есть чтобы он был вот у нас вот такими вот отдельными штучками. И это то же самое, что и древесина, да, и то же самое, что и мясо. Если мясо разрезаешь поперек волокон, то оно проваривается, готовится гораздо быстрее, сочнее, вкуснее, лучше. Так что лук то же самое, в принципе. Если мы вот нарежем именно так, как привыкли, да, то он разварится, его не будет видно. Поэтому, еще раз повторюсь, мы его будем резать также вдоль. Да? То есть вот таким вот соломками, только вдоль, не нарушая как бы структуры, так сказать, лука. Из-за этого он будет отдавать и аромат, и останется очень сочным. Кстати, у нас уже печеночка начала шуметь. Отлично, ее нужно помешать. Так, тщательно я все перемешиваю. То есть солить, перчить будем потом. Обязательно потом. Все, закрываю крышечкой. И, естественно, вопрос, для чего вот эта сковородка за 320 рублей здесь? Это сковородка для того, чтобы мы поджарили морковь Морковь. и потом добавим туда суган. Опускаем морковь. Опускаем Алмаз, морковь. вот расскажи мне, пожалуйста, вот был интересный случай, который, мне кажется, сделал из тебя настоящую звезду моего ранга, например, ну, может, чуть-чуть выше, точно выше. Когда вот ты принимал участие на всероссийском сабантуе, который проходил в Казани, и когда сам Медведев подошел к тебе, и ты ему сделал мастер-класс по кузнечному делу. Расскажи, как это происходило. И лук не забудь сюда мне закинуть. О, это было круто! Эти фотографии в газетах везде, где с одной стороны президент Татарстана, с другой президент России, сзади на черном плане Руслан Шарафутдинов проходил. Это же Это вот это история. солнце слепило мне глаз, да? Да, видите, это я был. Все понятно. Ну, ничего особенного на самом деле не было, просто мне выпала большая честь, скажем так, в лице себя лично и нашей республики выковать и подарить нашему уважаемому Дмитрию Анатольевичу Тогда еще подкову. президенту России, тогда Да, еще. подкову, на которую он сам лично выбил своими руками. Кузнец счастья народного. И все это дело мы повесили на некий такой герб нашего города, республики Татарстан, Казани. Зеланд. Вот все это висела подковка. Ну, мне кажется, он остался доволен. Ну, а у нас сегодня бигзур блюдо, которое называется тимерши шулпасе. Так, вот так мы тщательно все перемешиваем. Да, Кстати, ну, так мы можем перемешивать до скончания дней, да. Ну, времени у нас немного, но я предлагаю ускорить этот процесс. Ну-ка. Работаем одной ручкой. Вот он, самый настоящий повар с Рублевки. Смотри, как овощи послушно слушаются. Смотри, они еще моргают тебе, Они смотри. с тобой разговаривают. Они говорят, думаю- отпусти нас, Алмаз. Я Отпусти думаю, нас, прекрасный принц. С морковкой уже, наверное, сейчас практически достаточно. Помидорчики тебя ждут, помидорчики. Отрезаем помидор, снимаем с них вот так вот шкурочки, да? Потому что, чтобы они не плавали у нас там, Так, а мы куда это потом будем помещать? мы это поместим уже непосредственно в печенку. То есть мы не сюда. будем зажаривать, да. Понятно. Открывай, помещай, я смотрю, все фиксирую, как говорится, помешиваю. Ой-ой-ой. Ох, красота. Какой вот... Мне всегда жалко, что наши телезрители не могут ощутить весь аромат блюд, которых мы готовим. Итак, ну что ж, наши добавляем помидоры. 6 красивых помидоров без кожи. Как Линчеван. говорится, И сразу же удобно, добавляй, сразу же сразу же добавляй морковь, суган и все, что там вот есть. такой получается у нас. То есть вот это все сразу туда. Обязательным порядком. Так, итак, поехали.
Главное не суетиться, все хорошо. Все И очень хорошо. не торопиться. И не торопиться, правильно. Потому что пища может испугаться, из-за этого Все обломаться. Да. Все, закрываем крышечку. Горячо? Горячо. И приступаем к основной заправке. Это беренге. Ну, какое татарское блюдо без картошечки, да, Алмаз? Конечно. Как мы режем картошку, Алмаз? Картошку Расскажи нам. мы режем неким знакомым всем способом. Это дольками. Разрезаем пополам одну картофелину. Так, пополам. Но главное, чтобы у нас все кусочки были более-менее одинаковые. Чтобы мы побыстрее все это сделали, я предлагаю просто нарезать их по где-то также полсантиметровым. Вот именно Вот шулай. как я. Именно шулай. Именно шулай. Именно шулай. Нак шулай. Так, Алмаз, а почему ты вот эту картошку мелко режешь? Ты же мне сказал большими кусочками. Потому что вот эта одна картофель нам понадобится как основа к бульону, скажем так, да, это крахмал, который дает такую густоту и непрозрачность нашему замечательному бульону. Итак, Руслан, открой, пожалуйста, вот крышечку нам. Открываем чудо-крышечку. Мещаторос, пожалуйста, не То есть закрывайте. картошечки чуть-чуть кана. Картошечки чуть-чуть кна, почти одна картошечка. И, наверное, Руслан уже может добавлять туда воды, кстати. Воды еще чуть. Нужно добавить чуть-чуть именно воды. Сколько на глаз? Наливай в кастрюлю, в казан. Лей. Я думаю, нужно закрыть печеночку с тем расчетом, что еще будет картошечка. Наливай больше. Еще больше. Наливай на весь кувшин почти вот так вот. Ага, вот так вот, по полосочке. По полосочке. Это нормы, видимо, здесь, да? Да, нормы. Норми. Опачки, и все. Отлично. Можно было сразу сказать, кувшин наливай, но И сразу. теперь прибавляем на полную, так сказать, картошку. Пусть кипит, как говорится. Пусть кипит, пусть будет. Ну, а у тебя, я знаю, сейчас кипит работа, ведь ты сейчас, настоящий наш кузнец, переселился из центра Казани за город, на остров Свияжск. Что же там делаешь, Алмаз, расскажи мне. Что же я там делал на острове Град-Свияжск? Наш замечательный фонд Возрождения под руководством Митимира Шариповича построили подворье, и не только это подворье, да, а то место, где я работаю, это конное подворье, на котором есть конюшня, кузнечные мастерские, гончарные мастерские, ресторан и небольшая такая гостиница, где можно провести время, да. Ну, построено это все не только для того, чтобы было развлечение какое-то, да, а в большей степени для того, чтобы дети, которые туда приехали, познакомились поближе с ремеслом. То есть попробовали себя в качестве кузнеца, в качестве гончара, слепили что-то с То есть ковами. какие-то изделия сделали, да? Какие-то изделия. Дети любят делать изделия. Очень И любят. утром, и вечером всегда они их делают. И вот на этом замечательном острове Граде сейчас появилась такая вот наша кузница, в которой я сейчас кую. Потому что что? Я не могу. Без любви не может Алмаз и без приготовления вкусных татарских блюд, одно из которых называется тимерше шулпасы. Как ты все-таки справляешься с ножом? Стараюсь. Сколько их было выковано. Хурматты дуслар, мы продолжаем готовить тимерше шулпасы вместе с Алмазом Казаковым, настоящим кузнецом нашего счастья и нашей кухни. Итак, что мы делаем с картошечкой, Алмаз? Запускаем в наш замечательный казан. Одну Итак. партию и следующую. О, как раз все скипело. Замечательно. Казан. Перемешаем еще немножко. Так, немножечко так бульончики, вот это все. Я бисмилла это давай. Да, бисмилля рахман рахим. Отлично. Отлично. Так. И мою порцию Так. вкладываю в это дело, соответственно, тоже. Так, ну все, мы закрываем, помешали тщательно. Так, ждем, пока закипит наш шулпа. И в это время В это время мы еще сделаем некую заправочку. Да, еще один помидор. Еще заправочка. один помидор. Так, помидорчик, держи. Помидорчик, отлично. У нас есть 2 помидорчика. Отлично. Нужен будет чеснок. Обязательно чесночок. Чесночок, Чесночок. пожалуйста. И И зелень. Я думаю, зелень. Зелень. В виде лука свежего. И можно укропчика тоже укропчик. замечательно. Так, у нас все есть, у нас же У нас программа такая, как в Греции есть, вегетарианская. у нас как в Греции есть все. Помидор как мы будем резать? Режем маленькими кубиками. Маленькими кубиками. Да, я пробовал как в Насколько детстве. это возможно. Так, Итак, закончили с помидорами. все это можно куда сюда опускать? Да, давай сложим все это сюда. Ага, у меня большие. У тебя большие, у меня тоже не маленькие. Так, помидорчики. Опа, Так. один убежал. Так, есть. И Есть. сейчас. А теперь давай тебе лук. Да? Вот эти вкусные штучки, они самые вкусные. Я вот этот лук вообще люблю вот так вот Вот брать. так вот. такие. Вот так вот, Да. давай. Ну, ты Ага. знаешь, что Мелко-мелко, да? Да. Вот самые вкусные вот эти тоже, да, от укропа, они добавляются обычно в суп. Как называется наш вот этот соус-то в итоге? Ну, что мы это делаем? очень похоже на некую заправку в итальянской кухне, называется конкассе.
Конкасы? Да, татаршин И пампаши. татаршина конкасы. Конкасы, пампаши. Пампаши. Я так быстренько закину вот эту укропчик. А смотри, туда. как научился. Вот эти корешки, да, нижняя часть, они дают очень хороший аромат. Мне кажется, там горячо, кстати, аккуратненько. Ну, нам не привыкать. Вот они секреты. Это И секреты. пока вот он закипел, мы сейчас можем посолить и поперчить. И Так, вон там соль, перчик. Спасибо. Так, Добавим чернослив. чернослив. Ровно 13 штук, я помню. По рецепту нет сколько? 12, Руслан, 12, Я Руслан. возьму ложечку для соли. Сколько? А я думаю, чья это тут косточка? Итак, добавляем, чернослив добавляем. Уники штучек. Уника штучек, да. Добавляем соль. Тоже на глаз? Или вот ложечка я тебе дал красивую, интеллигентную? Вот замечательную ложечку добавим, я так думаю. Это немаловажно, потому что соль можно ведь испортить любое блюдо. Да. Даже тимирши. Вот я думаю, ложечки нам будет достаточно. Так, Потом уже нормально. добавим, кому как понравится. А перчик? Перчик лучше использовать молотый, свежемолотый. Поэтому Например? возьмем душистый горошек. Ага. Вот такой вот добавим чуть-чуть. Да, он у нас вниз бульона пойдет. Вот так чуть-чуть. Вот Перца как много все не бывает. интересно здесь. Так, и еще добавим, хорошо, давай добавим молотый перец. Давай, добавляй все, что Молотый. хочешь. Здесь, как говорится, ты хозяин. Так, этого блюда имею в виду. И добавляем немножко борщ. Борщ очень важен в этом блюде, он должен быть такой Как же, это все-таки аромат. тимирши шулпасы, это оно должно быть все равно немножко такое острое, сильное. Все это перемешиваем. Уже охота попробовать, уважаемые друзья. Ну что ж, и закрываем крышечкой. Закрываем крышечку. Сколько минут это вот должно готовиться примерно? Я думаю, минут еще, наверное, 10 она будет готовиться. Как раз мы Посмотрим по успеем картошке, нарезать зелень нашу. Смотри, кстати, как я умею. Я научился от тебя, смотри. Раз, подожди. Раз, два, поехали. Ап, пальцы живые? А, нормально? Молодец. Я старался. Зелень у нас нарезана. Тоже добавляем туда. Добавляем обязательно туда. Красиво, как все. Биг мотор, биг красиво. Очень люблю, кстати, я зелень. Зелень надо кушать. Так, Так, что касается... чесночок. Чесночок А я предполагаю нарезать вот 2, наверное, штучки. Это будет у нас в соус. Остальное мы пустим, Прям туда. да, в шуповар. Соус мелко-мелко? Нет. А чеснок мы будем резать следующим образом. Даже не резать, а ломать. Просто мы будем давить. Вот так вот. Вот так вот, да. То есть Такие вот замечательные и давилка не лепешечки. нужна? И давилка не нужна, просто мне неудобно потом вытаскивать все вот эти штучки. Давим чеснок. Вот так вот, да. Не так режем вот. его, просто давим. Так. Даже кто-то бывает не любит чеснок, да, вообще там на языке ощущает. Аромат останется. Самое главное сохранить вкусовые качества, как говорится. Да, и теперь тупой стороной ножа, вот именно тупой, мы его вот так вот додавливаем, скажем так. Вот так вот. В щепочки. Ну, сразу еще раз повторюсь, видна рука настоящего кулинара, профессионала. Он и кузнец, как говорится, он и на кухне молодец. И везде. Молодец. Все, Поехали. чесночок добавляем в соус. Так, чуть-чуть чесночка сюда. Да, чуть-чуть чесночка. И остальное, я так понимаю, у нас в наш казанок пойдет, да? Ох, как здесь все кипит, да бурлит. Прям как я, 18 лет. Так, чесночок. И эту партию, Так, соответственно, тоже туда. Под чутким присмотром моего друга-кулинара Алмаза. перемешаем. Итак, перемешиваем. Посмотри, Слушай, пожалуйста, как себя чувствует там картошечка наша. Картошечка здесь вовсю подружилась с печеночкой, общается, веселится, укроп рассказывает анекдоты. Вообще очень интересное блюдо получается у нас. Тимирше шулпасы. Куриную печень нарезали брусочками и обжарили в казане на растительном масле. Отдельно спассеровали нарезанный соломкой лук и морковь и добавили в казан к печени. Также в казан положили очищенные от шкурки и нарезанные дольками помидоры, нарезанный крупными кубиками картофель, добавили специи, чернослив, измельченный чеснок, залили водой и тушили на медленном огне 20 минут. Ну что ж, дорогой мой Алмаз, вот нельзя вот, используя, как говорится, нет, нельзя в твоем присутствии не только покулинарить, но я предлагаю немножко покузнечить. Да, кстати, я пришел не с пустыми руками. Ага. У меня тоже для вас есть подарок, но для этого мне понадобится сменить вот этот замечательный фартучек на свой уж, так сказать, профессиональный кузнечный. Ну что ж, прямо сейчас мы посмотрим, что такой подарок принес нам Алмаз Казаков. Хурмат Дуслар, уважаемые друзья, прямо сейчас мы узнаем, Алмаз, о твоем подарке для нас. Я весь в нетерпении, в ожидании. Ты знаешь, за долгую свою практику в поисках своей профессии, да, я переработал и побывал в разных местах. Также я в свое время был в детском саду Карлсона, да. Вот это мой пропеллер,
я использовал в течение там, года, наверное, да, при работе в садике. Но это не просто пропеллер, это замечательный цветочек ромашка в начале. Чувствую себя фокусником. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Итак, используя недюжую кузнечную силу, нам нужно будет загнуть каждый лепесточек по отдельности. На кухне ас. Здесь молодец. Слушай. Тай-тай, тра-та-та-та. Та-та-тай, та-тай, та-тай, Итак, та-тай. еще немножко. Алмазка, молодец. И сейчас на ваших глазах произойдет чудо. Чудо-юдо. Рыба-кит. Итак? Имея такой невзрачный цветочек, мы превратим его в настоящий аленький цветочек. Так. Закрываем огонек. Да, Итак, газом много не торжественный тратим. момент. Отлично. Опускаем. Ну-ка. Абау, абау. Ну, Вот молодец. так вот кузнецы кипятят себе чай, дорогие дамы и господа. Сразу заварка видно там Сразу плавает. заварка образовалась медного цвета. И так вот цветок становится вот таким вот красивым. Поверь мне, я первый раз в своей жизни презентую цветок Лысому мужчине. лысому мужчине, да, как это неудивительно. Не знаю, о чем думает Алмаз, но Но, подарок мне нравится. но и это еще не все, да. Ага. Я прям решил сделать законченную композицию. Ну, не то чтобы бомба, но Бомбочка. что-то такое. То есть у нас есть еще вот к ней такая замечательная подставочка. Вау. Вот это хорошая подставочка. Специально кулинарный, я бы сказал, подставочка. Да, тут у нас есть 2 ложечки, да, вместо лепесточков и замечательная вилочка. И вот этот шикарный цветочек мы сюда и водрузим. Вот такой вот замечательный подарок. Что могу сказать, Алмаз? Настоящий мастер сегодня рядом со мной на кухне. Алмаз Кузнецов, я вам скажу, не Казаков, а Кузнецов. Браво! Спасибо. Уважаемые друзья, сейчас мы попробуем, что же приготовил для нас самый настоящий кузнец счастья, кузнец кулинарии Алмаз Казаков. Это блюдо Кузнец шупасы, скажем. Кимерче Кимерче шупасы. шупасы. Алмаз, открывай я наш Открывай. казанок. Опачки! Ну что ж, а ты вот это блюдо когда последний раз готовил, Алмаз? Честно мне скажи. Недели, наверное, 2 назад. То есть так у тебя популярно для друзей ты это готовишь, да? Обязательно, обязательным образом. Это очень вкусно, сытно и, главное, быстро. Я готовить научился только потому, что у меня не было терпения ждать, когда мне приготовят. Итак, вот так вот замечательно это все выглядит. Самое главное, ароматно. Алмаз, кстати, если хочешь, ты это блюдо, попробовав, можешь забрать домой себе. Есть в чем? Ну, ты можешь использовать либо казан, но казан занят, либо... кстати, сковородку, в которой мы сегодня жарили, готовили наши овощи. Можешь из нее сделать какой-нибудь кулечек, если сможешь, конечно. Ну что ж, держи. Да простят меня хозяйки. Вот он, самый настоящий. Абау! Абау! Можно использовать в качестве микрофона. Единственное, что здесь мешает, это, по-моему, вот эта ручка называется. Вот теперь комплект удобный, можно положить в карман. Самое главное, чтобы я не мешал Алмазу. Ну что ж, молодец. Молодец. Ну, все-таки я Это, с собой, наверное, еще возьму. на Да, вы радар мне положите, наверное. Ну что ж, я предлагаю все-таки попробовать, пока он не сломал всю нашу, как говорится, утварь кухонную. Ну что, бисмилля рахман рахим. Бисмилля рахман рахим. Я всегда начинаю с бульончика. Все-таки я бульончик уважаю, люблю. И на самом деле, чем мне нравится вот куриная печеночка по сравнению с говяжьей, о том, что она так ароматная, быстро тает во рту и напоминает о том, что наше кулинарное шоу подошло к концу. Хормат Достар, сегодня с вами были самый настоящий, веселый, активный, здоровый кузнец Алмаз Казаков и Руслан Шарабудинов. Хормат Достар. Саулогас. Thank you, brother. Да ладно, что ты? Приступаем? Слушай, я тебя покормлю. Не пропустите в следующей программе «На нашей кухне звучит Бах» Ильназ Бах. Секреты татарской кухни. По воскресеньям в 18 часов, повтор в среду в 13 и в субботу в 9 утра. Программа «Секреты татарской кухни» готовит на кухне Мария. Мария, когда кухня в радость.
фаер.